Завершился второй этап работ по созданию сквера «Память поколений Новгородовский погост» по народному бюджету города Якутска в местности Хатынюрях Белое озеро. На первом этапе с помощью народного бюджета столицы Якутии выполнена работа по ограждению территории и присвоению территории статуса общественного пространства скверу по градостроительному законодательству формы использования земельного участка. Была установлена стела с небольшой беседкой и произведены георадиолокационные исследования территории. Эти исследования показали, что территория будущего сквера является старинным погостом с 3 временными историческими периодами – досоветским и 2 советскими периодами. С помощью музея города Якутска и инициативной группы сквера «Память поколений Новгородовский погост» произведены исторические и биографические исследования захоронений. Установлены часть имен и родственников захороненных людей. Так, на погосте основная часть захоронений принадлежит представителям древнего казацкого рода Новгородовых. Процедура создания сквера на месте старинного погоста требует много работ и согласований. Перед началом работ было проведено заседание с потомками захороненных на кладбище, где было получено согласие на санитарную уборку территории и представлен проект памятных плит и обелиска в виде креста для последующего изготовления. На втором этапе создания сквера, в первую очередь после санитарной очистки, проведены основные работы. Во-первых, археологическая разведка территории сквера согласно законодательству Российской Федерации. По федеральному закону объекта культурного наследия любые намечаемые деятельности на земельном участке перед началом должна быть проведена экспертиза земельного участка на наличие отсутствия объекта культурного наследия. Это по-простому археологическая разведка. То есть надо проверить, там есть археологи или нет. С помощью московской специализированной компании «Геокорт» произведена историко-культурная экспертиза, которую возглавила кандидат исторических наук Екатерина Алексеевна Строгова. Был получен открытый лист Министерства культуры Российской Федерации на производство археологических работ на территории данного сквера. Археологические работы проведены студентами исторического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова и сотрудниками музея «Исторический парк Россия. Моя история». Все-таки исторический интерес есть, потому что тут захоронения исторические, пока период, начиная с 60-х, в глубину истории идет, пока определяем ранее, какие могут быть захоронения. Очень затяжная работа, как уже объяснили, слой за слоем надо изучать, что там под землей находится. Археологическая разведка происходила в районе установки будущего обелиска и на месте старой древнерусской плиты, которая находилась здесь с давних времен. Наверное, не зря наш округ называется Гагаринский, да? Как Юрий Алексеевич первый раз полетел, соответственно, вокруг Земли сделал оборот, так, наверное, и Олег Женин первый раз сделал погост, который я в Якутске таких работ вообще не слышал никогда. То есть эта работа впервые проводится именно в нашем округе. На деле видно, как раз захоронения, которые у нас на глубине 2 метров фактически, они уже проглядываются. Именно те основные 2 захоронения, которые сейчас будут изучены полностью, да, и взяты за основу. И, соответственно, на мой взгляд, все идет по плану. После практической археологической работы произведены научные работы для создания соответствующей документации. Документы переданы в Департамент охраны объектов культурного наследия Якутии. Столько прокопать, что приоткрыть крышку и закрыть. Да, это, конечно, понятно, что людям это будет удивительно, что, в общем-то, столько сил, да, столько работы, казалось бы, безрезультатных. Но археология, она вот такая наука, где иногда бывает действительно масса усилий потрачена безрезультатно. Но отрицательный результат в науке тоже результат. Но в данном случае я не могу сказать, что результат отрицательный, поскольку обнаружили это погребение, мы увидели технологию захоронения, как это делалось, да, глубину большую. Мы теперь можем с уверенностью сказать, что те работы, которые предполагается производить на этом месте, установка монумента, они не повредят, не нарушат покой тех остальных погребенных, которые на этом кладбище похоронены. И в то же время мы можем сказать, что это вот захоронение конкретное, оно, по-видимому, достаточно позднее, хотя, как позднее, ему немногим меньше 100 лет, меньше. То есть, по идее, это оно, к сожалению, объектом археологии не является. Уж так, раз уж получилось, значит, мы должны были сделать все, что с нас требует законодательство.
Вот, поэтому мы теперь его спокойненько закроем, и пусть себе спит дальше. Екатерина Алексеевна, вот сейчас второе произведено вскрытие, да? Что происходило? Ну, тоже вскрыли погребение, еще одно. Оказалось, обряд погребения точно такой же, тоже сделана деревянная погребальная камера. Технология изготовления крышки погребальной камеры была несколько другая, но в принципе соответствовала. Похоже, эти два погребения сделаны с небольшим разрывом во времени. Вот, поскольку здесь и крышка погребальной камеры, и крышка гроба оказались проломаны, то вот пришлось эти доски вытащить оттуда. Мы увидели, что во второй могиле похоронена женщина. Вот, она одета в клетчатое платье, в светлую кофту, и повязан у нее такой оранжевый цвета платочек. Ну, может быть, это были ее любимые наряды, трудно сказать. Что интересно, отсутствует обувь. Отсутствует обувь, значит, остатки савана, они практически совсем истлели. То есть его было не видно. Крышку гроба, когда сняли доски, то савана там не было. Вот из инвентаря в погребении небольшая стеклянная баночка такой довольно красивой формы. Но вот все колец на руках у погребенной нет, поэтому мы не можем сказать, была ли она замужней женщиной или, может быть, она была вдовой. Для нас это, конечно, новое знание, потому что раньше мы такими раскопками никогда не занимались. В основном мы сталкивались с погребениями коренного населения разного времени, но выглядят они совершенно по-другому. Вот поэтому мы для себя много нового узнали, чисто практически. И мы теперь можем вот этот опыт распространить на другие объекты. Здесь вот для, скажем, благоустройства сквера мы можем сказать, что тот проект, благоустройство, который существует, он может безбоязненно осуществляться, поскольку он не повредит погребенным на этом кладбище. Вот. И в будущем вот этот опыт мы можем распространять на другие подобного рода объекты и давать вот тоже такие определенные рекомендации, как что действовать, на какую глубину можно осуществлять какие-то работы, а на какую нет. И в этом году Строгова археолог Екатерина Алексеевна, она проводила это по открытым местам, то есть это по разрешению Министерства культуры, провела там исследования, пришла к выводу, что территория, как такого с точки зрения вот именно научной, вот современной научной археологии, не представляет ценности, в связи с тем, что такие уже могилы в свое время уже много изучены. И поэтому именно для благоустройства эти работы могут быть проведены. Ее выводы подтвердил аттестованный эксперт Министерства культуры Шароборин Аркадий Куприянович. То есть он там такие отчеты эксперты аттестованные должны подтвердить. И он дал положительное заключение на научный отчет Строговой Екатерины Алексеевны о том, что да, действительно, с точки зрения археологии данные могилы не представляют ценности. И мы, соответственно, дали ответ о том, что да, действительно, там объектов культурного наследия именно включенных в реестр нету, выявленных объектов культурного наследия нету и объектов, обладающих на основании акта историко-культурной экспертизы и научного отчета Строговой Екатерины Алексеевны. То есть данные работы можно проводить. Акт экспертизы у нас был опубликован на общественном обсуждении на 15 рабочих дней. Никаких замечаний и предложений не поступало. И, соответственно, по итогам общественного обсуждения, которое было на нашем сайте опубликовано, мы 16 ноября выдали такое заключение, что можно проводить работу именно по проекту благоустройства сквера памятника поколений. Данная процедура именно по проекту благоустройства сквера памятника поколений Новгородской области, эта процедура пройдена. То есть можно дальше уже просто реализовывать. После проведения археологических работ проведена разметка территории для благоустройства и высажены более 60 саженцев деревьев. Большую помощь в организации этих работ оказал потомок династии Новгородовых Степан Филиппов.
и руководство Гагаринского округа окружной администрации города Якутска. На втором этапе создания сквера «Память поколений» Новгородовский погост одной из главных работ являлось изготовление памятных плит надгробий и обелиска на местах захоронений. Подрядчиком этих работ является мастерская «Монолит Эксклюзив». Как мы и говорили, значит, что это он двухсторонний, памятники односторонние у нас, так как они будут лежать. Это двухсторонний, чтобы со всех сторон смотрелся как бы красиво. Окрашен также под гранит. Ну, тут с серебристой окантовкой немножко, ну, я думаю, очень отлично смотрится. Будет у нас как завершение или как центральная часть, да, вот этого захоронения Новгородского погоста. Ну, это тоже очень долговечное, тоже армированное, с фиброй сделано и так далее. На приемке готовой продукции присутствовали представители Гагаринского округа города Якутска. Но сегодня мы приехали посмотреть ход исполнения, значит, работ по выполнению, то есть обелисков, которые будут установлены на сквере «Память поколений», то есть Новгородовский погост. Видим то, что все надгробия, они изготовлены, сделаны, то есть готовы, в принципе, к установке, но ввиду, то есть, погодных условий сейчас, конечно, это невозможно будет сделано. Уверен, то, что подрядчики, то есть они это выполнят уже, то есть более теплое время. Мы сегодня, то есть, наблюдали то, что 27 поверхностей, то есть они готовы, и точно так же, то есть центральная часть, можно сказать, погоста, то есть она тоже будет украшена, то есть вот этим замечательным крестом, который, можно сказать, будет символизировать, ну и, скорее всего, будет виден издалека, в принципе, всем проезжающим, посещающим вообще, то есть это сквер. Поэтому, думаю, скорее всего, этап этот еще будет продолжаться, то есть много есть, конечно, моментов, которые еще надо благоустраивать, но видно то, что второй этап народного бюджета, то есть он реализовывается согласно плана и графика. Второй этап создания сквера «Память поколений Новгородовский погост», инициатором которого стал журналист Олег Леонидович Желнин с помощью народного бюджета города Якутска, завершен. Главным итогом второго этапа является проведение историко-культурной экспертизы скверу «Память поколений Новгородовский погост» и получение официального разрешения на благоустройство территории старинного погоста, теперь уже сквера. В следующем году предстоит благоустройство сквера с установкой памятных плит и обелиска, уточнение планировки сквера с установкой дополнительных архитектурных форм. После окончания работ по благоустройству предстоит определить сквер памятным местом столицы Якутии.